В Малгобекском парке Серго Орджоникидзе, на месте, где сейчас функционирует молодой патриот, готовится к запуску нового центра военно-патриотического воспитания «Авангард». А птица Киев 9 месяцев состоит в рядах юноармейцев. За это время парень успел зарекомендовать себя с лучшей стороны и заслуженно попал в число 10 ребят, которые первыми продолжат свой путь, но теперь уже на базе военно-патриотического центра «Авангард». лагерь хугия хажер халка что условия рукози амчо хосхет сон хари таижлахтажи лагерь июнь бетиш таилжио хар да эндли вахаждесу жугосов. Подготовка идет полным ходом. Вот, к примеру, рабочие аккуратно снимают старую плитку с лестницы, чтобы выровнять углы и нанести новое качественное покрытие. Территорию полностью очистили от мусора, постригли траву, привели в порядок вагончики и уличный спорт-инвентарь. Нужно создать для ребят качественные условия, и тогда развиваться станет куда легче, считают в новом центре. Сейчас отправили заявку в главный штаб юнармии. Нам предоставят снаряжение. Это 8 макетов автомата, охолощенный автомат, охолощенный пистолет, снаряжение для почетного караула. Вот я считаю, что у нас очень много возможностей нового появляется для того, чтобы создать этот центр, наконец-таки «Авангард», и чтобы работа у нас шла лучше и эффективнее. Бывший лагерь «Нефтяник» представляет собой 30 железных блок-контейнеров, рассчитанных на 6 человек каждый. Размещать ребят в них предполагается только в летний период, поскольку в помещениях отсутствует система отопления и основные удобства. В связи с этим правительством Республики Ингушетия предлагается возвести на территории центра жилой корпус общей вместимостью 200 человек, что сделает «Авангард» круглогодично местом для отдыха и обучения молодежи. Плац у нас есть, вы видите, спортивные площадки, есть пруд в 2 шагах городской, есть парк. В парке находится именно музей боевой и трудовой славы, есть велодорожка. То есть все спортивное, плац, все оборудование. Мы вошли в 36 регионов, для которых Москва для домов юнармии выделила оснащение на сумму около 1 миллиона. Вот на днях мы его должны получить. Очень надеюсь, что до конца лета мы получим и уже сможем его использовать. Организацию в субъектах Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» недавно обсудили на селекторном совещании под председательством министра обороны России Сергея Шойгу. Деятельность таких центров является одним из основных критериев оценки эффективности регионов, подготовки граждан к воинской службе и защите гражданского населения. Самый первый пункт – это учебные сборы 5-дневные для школьников, для старшеклассников. Ну, я считаю, что этот пункт для нашей республики, он, конечно, очень актуален. Именно каждый школьник вот сейчас в связи с последними событиями даже рассматривать о том, чтобы пересмотреть сам предмет ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности по событиям в Казани, чтобы ребенок, воспитатели, руководители знали, как себя вести в таких ситуациях. В будущем штат педагогов и воспитателей военно-патриотического центра смогут выезжать в Москву и обмениваться опытом со столичными преподавателями центра «Авангард». Первая смена из 45 человек будет запущена 15 июня. Также будет создан специальный сайт и страничка в Instagram, где можно подать заявку и получить полезную информацию. Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.